Привет, телезрители! В эфире проект детско-юношеского телеканала «Тамыр» «Литра». Он создан для тех, кто знает толк в чтении, ценит книги, ну или только хочет всему этому научиться. «Литра» – это проект, который научит полюбить книги. Кто, как не сверстник, лучше объяснит сюжетные хитросплетения легендарных произведений. Вместе познакомимся с героями романов, повестей и стихотворений. Поищем ответ на известный вопрос: а что же хотел сказать автор? Здесь не будет ни одного учителя, так что выдохните. Мы отправляемся в библиотеку, и да, будет громко. Сегодняшняя наша встреча посвящена Зайнаб Биишевой. Не так много женщин-писательниц в Башкортостане. Уникальна она еще и тем, что писала как для детской, так и для взрослой аудитории. Нам Зайнаб Абдуловна оставила огромное количество романов, повестей, сказок и поэм. Знаете этого человека? Ее не знаю. Зайнаб Биишева, наверное, да? Все верно. Стихи вот вроде бы вот писала, так вот, конечно, ни одно даже не скажу. Зайнаб Биишева знаю, это, но произведение не могу сказать. В школе изучали что-то, но я это вряд ли запомнил. Мне за это немножко стыдно, потому что сам башкир, и как бы это не изучил, надо это пробел восполнить. Ну, я предположу, что это Зайнаб Биишева. Да, все верно. Ну, это просто, я просто вспомнила единственное. Я не знаю, кто это. Догадок нет? Писатель какой-нибудь. Зайнаб Биишева, знаменитый. Его трилогия, вот это «Емеш», это же вообще наше достояние республики. Его считать, пересчитывать даже в взрослом, детском возрасте, это восхитительно. Это гордость нашей нации. Я вроде читала ее книжку, но я забыла. Не очень помню, конечно, как ее зовут. Это писательница. Я могу ошибиться с ударением, но это Зайнаб Биишева, да? Вот. Что написала, честно, не знаю. Зайнаб Биишева родилась в 1908 году в деревне Туимбетово Кугарчинского района. В школе она училась только до 4 класса, а дальше занималась самообразованием, что не помешало ей поступить в Оренбургский педагогический техникум. Сегодня у нас на повестке дня обсуждение книги, повести «Будем друзьями». Честно вам признаться, я не совсем знаю все в точности, поэтому сегодня скорее вы будете меня ознакомливать с этим произведением. Все же читали, все знают. Да, кстати говоря, 100%. Лейла, довольно жизненная ситуация, я бы сказала. Вот, но все Мне кажется, неподготовленным приходить на эфир как-то не очень. Руслан Николаев, ученик 11 класса школы номер 97. Руслан обожает театры, ненавидит соцсети и отлично разбирается в истории. Давайте начнем по-другому тогда. Я спрошу так. Даже из того, что вы помните, какое у вас впечатление сложилось об этой книге? О чем она? Книга о двух друзьях, о Юлдаше и Кадырасе. Какая мысль заключается о в том, что произведении? нужно уметь прощать, может. Да. А у тебя какая мысль? Ну, я признаюсь, я не понял, какая это мысль. Ну, если бы я была бы ребенком и так прочитала бы это произведение, то я бы такая, ну, наверное, нужно давать шанс дружбе и людям, которые отступаются. Мне кажется, если бы я прочитала это в более юном возрасте, мне бы, наверное, не так понравилось, как сейчас. Но удивление, мне книга очень понравилась. Она хорошо читается, кстати. Да, Мне кажется, она читается лучше, чем вот, да, мы читали параллельно это долго, да, Таганок. Мне кажется, он читается лучше, чем Таганок, например. Да, она легче, как бы. Хорошее произведение, очень хорошо прописано. У каждого персонажа есть свое лицо, своя индивидуальность, какой-то интересный портрет. Дарья Карпова, ученица 11 класса школы номер 27. Ее хобби – приготовление десертов и пешие походы. Литература – ее любимый предмет в школе. Хотела бы обратить ваше внимание, какие пейзажи создает вообще Зайнаб Биишева. Как красиво выглядит этот аул. Ты прям представляешь, где живут Юлдаш и Кадырас летом, как они проводят свое время. Ты прям видишь тот остров, на который они отправляются. Это очень здорово. А как представлена красиво Уфа, Октябрьский, Ишимбай, откуда родом Юлдаш. Да, в Уфу, да, была? Да, в Уфу они ездили на Сабантуй, там рассказывали. Да, кстати говоря, даже когда они еще изначально, когда они были в деревне, прям, знаете, такая ностальгия была. Анастасия Бурмистрова, ученица 9 класса школы номер 17. Мечтает работать телеведущей, в свободное время читает современную литературу.
Да, пейзажи, понимаете? Я, кстати, хотел бы обратить внимание немного на другую вещь, то что, по сути, мы уже не застали время, то, когда когда активно по деревням разъезжали летом, и, условно, лет через 50, через 100 лет произведение будет даже очень интересно с точки зрения этнографической, потому что вот эти вот там описания кумысной фермы там было, там вот эти вот, в принципе, описания сельской жизни послевоенного времени. Условно, мы сейчас, конечно, можем недооценивать, но с ходом времени, с течением времени, чем больше пройдет годов, лет, столетий, тем эти сведения будут ценнее. Тут я даже с точки зрения этнографа подойду, хотя я не этнограф. Кстати, про культуру, вот ты правильно заметил, очень интересно изучать культуру, читая эту книгу. Вы не заметили, сколько там обычаев, традиций именно башкирского народа, как они друг друга ведут себя за столом, как они друг к другу обращаются, что всегда присутствуют уважительные слова, называя папой, говорят всегда агай или атай, когда уважительно друг к другу относятся. Это очень здорово, когда ты читаешь книгу и так глубоко знакомишься с персонажами, с их народом. Мен халық ижаты аша келдім әдебиетке. Мені туғандан алып халықтың әкияты, яр, тақмағы, табышмағы, хикаяттары, тарихтары Там же вообще про Первую мировую войну даже приходит где-то, может, про Первую германскую, про русско-японскую. Это было начало 20 века. Как по мне, хорошо показано отношение именно между членами семьи. То есть, опять же, уважительное какое-то обращение к ним и то, что, например, взрослых не нужно перебивать. Юлдаш сидел за столом, они сидели все вместе с семьей, и он случайно, просто от удивления, перебил человека, который рассказывал историю. И из-за этого бабушка его как бы так, Да, кстати говоря, вот этот момент, с одной стороны, вроде бы показывает отношения между членами семьи, а с другой стороны, показался мне каким-то очень неэтичным, потому что вроде бы ребенок восхитился историей, как-то вдохновился, а его за это... Неэтичность, это же они не категории этичности думают. В молодости Бишева отличалась невероятной активностью и энергичностью. Была очень амбициозной и целеустремленной. Она организовывала культурные вечера, обсуждала вместе с жителями деревни все насущные проблемы. Я бы хотел двинуться по сюжету, наверное, дальше. Давайте. И у меня вопрос к вам тогда такой. Вот то, что Кадырыс там описывает, да, вот этот его как бы вранье, да, так скажем, оно вообще простительно, насколько это красиво, потому что все-таки надо понимать то, что это ребенок, с одной стороны, и как бы он придумывает там, но с другой стороны, все произведение говорится нам о том, что, это очень нежелательно, и с принципами вот эти вот джигиты, да, то, что там честь, справедливость, это идет полностью вразрез. Что вы думаете об этом? Я думаю, то, что он даже придумывал, как бы где-то врал, он, наверное, больше такой был еще мечтателем, и вот эта вот детская фантазия сыграла. Да. И тут, я думаю, это просто дети, и его, конечно же, можно простить и нужно простить, что и по итогу они сделали в конце с Юлдашем. Не знаю, когда я читала произведение, вообще я понимала главную мысль автора, что нужно сочувствовать, в принципе, Юлдашу, ведь его обманул Кадырас, он чувствует себя неуютно на новом месте и не понимает, почему его друг из аула так поступил. Но я на протяжении всего произведения сочувствовала именно Кадырасу. Когда выяснялось, что он любит мастерить и любит приврать, потому что ему нужно внимание, нужно общение. Он хочет действительно и быть пионером, и стать хорошим человеком. Просто он не может этого добиться. Конечно, становится очень жалко этого героя. Мне кажется, тут произведение больше делало акцент на том, что пионер, джигит, не должен так поступать. А вот с точки зрения современного человека, мне кажется, ничего такого в том нет, что он приврал, приукрасил. Вам было бы интересно общаться в детстве с человеком, который, балабол, условно говоря. То есть он там рассказывает, там какие-то... он как личность, он как личность... Нет, просто Юлдаш, мне кажется, не особо умный. Он там не особо умный на самом деле, мне кажется, конечно. Тут проблема в Кадырысе, да, он интересней.
Он просто нет, интересен, ну вот представьте, как вот будто бы. вы пошли Ну, с а ты другом, в детстве вы как бы пошли с узнал, что другом, человек врет? вы пошли с другом на озеро, и когда действительно нужно было проявить дружеские качества, потому что дружба — это не только времяпрепровождение, дружба — это еще и взаимопомощь, это и выход из каких-то трудных критических ситуаций, а он тебя никак не проявляет, он просто собеседник. Ну, мне кажется, в детстве все приукрашивали, дабы как привлечь внимание. Может, не прям приукрашивает, но он просто, он же какой-то пустой просто. Вам просто в детстве, вам приятно было бы, что ли, это вот слушать вечно вот там, у нас там нефтяные моря, ну это бред же, конечно. Никакие черные нефтяные озера. Я бы тоже, может быть, не поняла. Да, я бы тоже. Пятый класс — это сколько? 12 лет, Ну, в пятом 10 классе, лет, да, 12 это лет, какие понятно, нефтяные но- озера? Я бы в пятом классе не догадалась, что он просто Я бы, врун. возможно, задумалась. Но Да, вот, допустим, задумалась, но я бы искренне дружила. Это единственный ребенок в ауле, с которым я могу побегать, поиграть, рыбку половить, там куда-нибудь скататься, за кумысом сходить. Если Почему бы говорить нет? о той дружбе, что они вместе проводят время, то да. Но если заходить более глубже, то когда человек будет постоянно так себя Да, вести, дружба — это то не да. времяпрепровождение же. Он должен быть не просто собеседником интересным, он должен быть личностью в первую очередь, а он не личность. Он никак, у него воли нет своей. Он абсолютно, безвольный человек. Руслан, а разве ребенок задумывается о том, что его друг Он не личность ребенок, или не он личность? пятиклассник, 12-летний ребенок уже может пионер, какие-то хорошо, мысли иметь. пионер. Gülümse hayal etken menin kişilerime, obrazlarıma aşık bolğanlar dep söylep koyganmyn. К слову о личности, потому что личность — это в первую очередь индивидуальность. А там очень много про мне пионерию кажется, говорят. Вот Раньше мне интересно, всегда смотрели что? дети на родителей. Вот именно. я бы хотел заметить, извини, перебиваю. Да, Я понял, то, что там очень много построено на то, что, допустим, даже когда прощение происходит, это делается потому, что его общество не приняло. Потому что общество сказало, там стенгазета какая-нибудь написала про него эту статью. Но по-хорошему вообще сейчас, если ты из себя что-то представляешь, если ты увидишь эту статью, я не буду меняться из-за того, что какие-то идиоты про меня написали статью. Я буду отстаивать свои принципы. Если я за свои принципы готов побороться, почему я должен от них отказываться? Это все приводится к тому, что вот общество, пионерия, класс выразил свое недовольство, и я должен подчиниться, я там должен взять его под шефство, потому что тоже общество, пионеры к нам пошли. Рафинировано же это. Какая пионерия? Надо думать в первую очередь о себе вначале. Конечно, нет, безусловно, надо думать о классе, я об этом не спорю. Но когда вот это просто прям нарочито вот это общественное давление, которое там, проявляется, мне это не очень понравилось. Ты сейчас прав. С точки зрения Да. вот нас, подростков, современного человека, то, конечно, нужно бороться за свою индивидуальность и личность. Но тогда было очень важно быть в коллективе. Пионер — это же тот, который всегда честен, всегда помогает другим, всегда находится в коллективе и делает все для него. В первую очередь не для себя, а для других. Поэтому я говорю о пионерстве, то что, безусловно, тогда, да, это типа элемент воспитания. То есть прочитает какой-нибудь там тоже пятиклассник вот это произведение, и тоже будет действовать себя как пионер. Но нужно ли что нам... в этом Нет, плохого? я спрашиваю, нужно ли нам, чтобы сейчас наши сверстники или наши пятиклассники читали это и действовали как пионеры? Я бы не хотел. Я бы не хотел, чтобы, например, мой ребенок прочитал бы это произведение и сказал, все, я вот пионер. Eser iňilik ýazylyrdan alda onuň maksady tuwa. Ninde maksat bilen hiç eserge tutunahan. Hem şul maksatdy görhetir üçin ninde kişiler obrazlar burga tiyişigin oýlaýsyň indi. Elbette her obrazyň artynda kimdir tura. Şoý mahal turmuşsan bulup sykmay. Для меня, наверное, основная мысль в том, что каждый заслуживает прощения, каждый должен быть личностью, но при этом мы понимаем, как важны друзья, что очень важно находиться в обществе и находить тех людей, с которыми тебе действительно интересно, кого ты можешь считать друзьями, близкими по духу, с которыми тебе не страшны любые приключения, даже вот эта буря на Талкасе, да? Это реально существующее озеро, оно реально есть. Да, да, это оно там реально этот остров есть. даже есть, я смотрел. Даже в этот аул можно съездить. Есть такая экскурсия по местам повести «Будем друзьями» Зайнаб Бишевой. Фактически, да, произведение про дружбу. И, наверное,
единственная, одна из главных мыслей, которая должна потом прийти в голову ребенку, как важны друзья. И смотрите, тут такая проблема вытекает, то что он обманывал, ну как обманывал, он просто приукрашивал все свои слова. Из-за чего? Из-за того, что ему не хватает внимания. Такая проблема существует и в нашем современном мире, то что детям не хватает внимания, и они ходят и направо-налево пускают дезинфу про себя. Будь они чуть ближе, и Кадырасу бы не нужно было бы больше внимания, и он бы уже бы не стал так приукрашивать свои действия. Ну, это ведь еще зависит от родителей. Да, это зависит от родителей, от воспитания родителей. Это все А я бы хотел спросить, кстати, по поводу дружбы их. А Юлдаш вам кажется вообще, интересным персонажем или нет? Только хотела сказать, Вообще же, ты у меня как с языка серый снял какой-то сейчас. он. Давайте, я говорю, Кадырас, он гораздо ярче. Давайте дадим слово Никите. Вообще, в принципе, интересно наблюдать именно не за Юлдашем или Кадырысом отдельно, а, как по мне кажется, очень интересно наблюдать именно за ними в дружбе. Никита Дорофеев, ученик 9 класса Республиканского инженерного лицея-интерната. Он занимается верховой ездой, но пророчит себе будущее не в спорте, а в журналистике. Как они между собой общаются. И, вообще Юлдаш, прикольный. Все было бы нормально, если бы Юлдаш не был настолько гордым, ведь он джигит. Вот, мне кажется, тут проявление его гордости было излишним. Все решается разговорами, а не надо было лезть потом в драку и Так он же не в драку полез, он же защитил. Ну да, конечно, там Нет, он там- хотел, там- он сам, там да, была он сам драка, пошел там- на нее. Нет, именно, он тут защищал. Я хотел бы просто по-другому сказать то, что я в Кадырыса верю. Кадырыса, он прописан, то есть мы понимаем, почему так себя ведет, мы понимаем, что что его поступки, они имеют под собой какое-то основание. В принципе, он сложный персонаж, за ним интересно смотреть. А за Юлдашем мне лично было неинтересно смотреть. Он какой-то, очень обычный. Он идет по одной, по сути, на протяжении всего персонажа именно Кадырыс решает какую-то проблему. Да, он как-то меняется, он что-то меняется, делает. у него А Юлдаш, он как был таким, просто- так и остался. Даже в современном мире вот есть такие люди, которые такие же, скучные, можно сказать. Юлдашевщина. Грубо, но верно. Получается, мы просто Зайнаб Биишеву сейчас захейтили. Свою первую книгу Зайнаб Биишева выпустила в 1942 году и назвала ее «Мальчик-партизан». За долгие годы работы десятки ее произведений в самых разных литературных жанрах были переведены на европейские языки. Благодаря этому читательская аудитория башкирской писательницы выросла во много раз. Ее драматические произведения ставили не только в театрах ее родного Башкортостана, но и в театрах по всему Советскому Союзу. Стихи Зайнаб Абдулловны перекладывали на музыку и получались песни. Плюс к этому Биишева переводила на башкирский язык произведения русских классиков. И благодаря ее старанию и упорству на ее родине узнали о существовании Антона Чехова, Максима Горького, Николая Гоголя и Алексея Толстого. А верите ли вы в то, что Кадырыс может поменяться вообще? Кадырыс? Да, он может В реальности. поменяться, мне кажется. Да. То, что он поменялся там, вы верите в это? Ну да, он может. Он может что-то, да, он может. Но он может как минимум осознать из своих действий и сделать какие-то выводы. Мне лично кажется, то, что Кадырыс личность довольно... в реальности он бы не стал извиняться. Он бы, потому что, нет, образцы поведения, они у него уже сложились давно. Он уже знает, как себя будет вести. Его личность уже, в принципе, довольно сформировавшаяся вообще-то. И вот так вот одна стенгазета и один разговор с отцом не могут изменить всю его личность в принципе, потому что если он меняет одну часть своего характера, ему придется менять полностью все свое мировоззрение, весь свой характер в принципе, потому что весь его характер, он завязан на привлечении внимания, так или иначе. Ему придется полностью менять себя, а полностью менять себя в 12-летнем возрасте, просто потому что тебе сказали родители и тебе сказали в классе это сделать, это глупо. Был подан путь, он что-то понял. И разговор с родителями там в классе, это тоже не о чем. Он же тоже что-то Он каждый день осознает. в классе находится, и каждый день говорит с родителями. Он уже устоявшаяся личность, он бы не поменялся. Давайте, соцэксперимент. Никита, вот представь, у тебя, как утверждает Руслан, нет никакой почвы для того, чтобы потом поменять себя, стать другим. Вот как ты думаешь, будучи Кадырасом именно в реалиях этой повести, ты бы смог потом поменяться, извинившись перед Юлдашем, выслушав все от класса, поговорив с родителями, твердо решив для себя, что ты будешь заниматься своим любимым делом и уделять должное время учебе и пионерии, ты бы смог поменяться? Конечно. Конечно, нет, конечно, нет. Биишев уже это и показывает, то есть на протяжении всего произведения, как он меняется, почему нет.
Руслан, он не стремится за один день, за 3 дня поменять свою личность. Он просто встает на этот истинный путь. Да. Он осознает, что ему нужно меняться, потому что он сам этого хочет. Вот он чувствовал себя виноватым. Когда поднимали весь класс и сидел Юлдаш на первой парте, когда он отвечал, он чувствовал себя виноватым. Даже когда он смеялся над ним и изображал из себя Юлдаша, как он сидит, да, как он думает, вот он все равно чувствовал потом себя виноватым, Он видел, что даже его обсуждая поведение, это со оно было своим абсолютно другом. одинаковым все это время. И он в какой-то момент один должен почему-то измениться. Но все равно уже есть как бы точка, вот какой-то момент, с которого он начинает меняться. Это плавный процесс. А там это не плавный процесс, это произошло в один момент, это как выстрел. Если были бы, например, какие-то предпосылки, он бы плавно поменял личность, и в итоге все, личность может и резко она произойти, но для поменялась. того, чтобы измена личности произошла так резко и таким Но она коренным же образом, для этого должны быть предпосылки, так? А предпосылки какие мы имеем? Его непринятие классом, которое было все это время, его все это время класс не любил. Почему-то все эти 5 классов. Но, может быть, он не догадывался, почему. И разговор о том, который, очевидно, там, что это за родители вообще такие, которые только в 5 классе узнали, что их сын плохо учится, если он учился до этого все 5 классов. Мне кажется, произведение легче. Оно сейчас не говорит о том, что вот меняется личность, меняется характер. Нет, почему здесь характер не Мне меняется кажется, полностью? просто ребенок, мы Вот сейчас видишь, с вами... он может меняться, ты сам себе перечишь. Концовка была в том, что он вышел на путь. Давайте при своих останемся. Каждый из нас рассуждает именно со своей точки зрения, со своей позиции, и, возможно, каждый из нас подсознательно ставит себя на место Кадыраса, Юлдаша, и каждый рассуждает именно как он видит это все. И мы сейчас ничего не можем сказать. Мы сейчас рассуждаем с точки зрения современных подростков. Ты сейчас говоришь. Я сейчас говорю, да, именно, все верно. Интересно, как вообще зрители думают? Да, кстати, как вы считаете, дорогие наши зрители? Фото Зайнаб Абдуловны есть в каждом учебнике литературы для школ Республики Башкортостан. В 2016 году народной писательнице был установлен памятник. Бронзовый бюст высотой почти 3 метра находится рядом с издательством «Китаб». Оно тоже носит имя писательницы. Мы привыкли в конце говорить про актуальность этого произведения. Как вы считаете, оно сейчас актуально? Смотрите, мы сейчас с вами сидели и это обсуждали. Мы подростки, у нас эра роликов, у нас эра Что ролики? у нас эра интернета. Коньки, что ли, ролики? Какие? О каких роликах? Или роллы, суши? У каждого свои роллы, у каждого свои ролики. И свои тараканы в голове. Мне по душе запеченные только. Ну, тема дружбы актуальна всегда. Да. Она будет актуальна всегда, была и есть. У нас, видите, какой сейчас чуть ли не скандал разгорелся? Конечно. Из одного развития Кадыраса. Боже, а вот это говорит о том, что это произведение действительно хорошее. Хочется ставить себя, ставить на место героев. Ты запоминаешь и все пейзажи, и портреты каждого персонажа. Пусть даже он просто был удальцом в ауле или одноклассником Юлдаша в новом классе. Это все настолько душевное, что, мне кажется, каждый сейчас должен прочитать эту книгу. Даже если не каждый, то многие. Считаете ли вы, что ребенок должен прочитать это в детском возрасте и принять какие-то качества на себя? Почему нет? Какие тогда качества может принять на себя? Наверное, качество настоящего пионера. Мне кажется, это сейчас актуально. То есть ребенок должен принять на себя качество Ой, Руслан, обслуживания интересов общества выше, чем собственные? Нет, ребенок так не думает. Или служение обществу? Нет, то есть... если мы говорим о детях, ребенок смотрит на все легче, Да. Руслан. Знаете, дорогие телезрители, мы потом с Русланом выйдем, мы потом договорим. Надо читать, но не в детском возрасте, я считаю, потому что... Моя камера, оказывается, вот это. Хорошо. Так вот, мое мнение, конечно, но я бы не стал, допустим, своему ребенку давать, потому что мне вот эти пионерские вещи, я считаю, что их не должно быть в ребенке, по моему мнению, да? Хорошо, то есть все коммунисты в комментариях. То, что произведение, оно очень ценно в плане этнографическом, как я говорил об этом в начале, оно это безусловно, и то, что, в принципе, читается оно легко, и что, в принципе, для меня было удивлением, потому что я прочитал его за 2 дня, и, в принципе, для детей оно вполне усваиваемое, так что я бы посоветовал всем это читать, но уже в осознанном возрасте, когда человек уже знает, что он читает, и может принять или не принять какие-то идеи. Спасибо вам всем, ребята, за то, что вы сегодня пришли, мы собрались в такой компании и бурно обсудили это произведение Зайнаб Бишевой «Будем друзьями». А вы, друзья, тоже читайте и рассказывайте, делитесь своим мнением.
Спустя годы литературное наследие Зайнаб Бишевой признали национальным достоянием Башкортостана. Ее произведения включили в школьную программу, ей присвоили звание народного писателя, наградили многочисленными литературными премиями и правительственными наградами. Вот так одно из ее известных произведений звучит в оригинале. Аллы гүлле гүл сәскәләй, наҙлы ла һин. Эй илһамлы, эй хөрмәтле башҡорт теле. Күгәреп ятҡан Уралыңдай, бай йомарт һин. Серле ҡамыш ҡурайыңдай, ҡарт, олпат һин. Күпте күргән сәсәнеңдәй, бай, зирәк һин. Эй һөйөкле, эй ҡәҙерле башҡорт теле. Диңгеләргә тиңләмәйем, тәрәнһең һин. Айға көнгә тиңләмәйем, гүзәлһең һин. Ҡайларға тиңләмәйем, бөйөкһең һин. Эй хикмәтле, мәрхәмәтле башҡорт теле. Күп буаттар һин йырланың ҡорай моңон, күп буаттар һин йырланың яғир йылын. Инде азат шат йырлайһың еңеү йырын. Эй бәхетле, эй ҡәҙерле башҡорт теле. Иң тәү миңә һин күрһәттең дуҫлыҡ юлын. Минең өсөн һин бит йәшәү, бәхет үҙең. Мәңге йәшә, эй һөйөклө башҡорт теле. Атам теле, әсәм теле, минең телем.